Первая торговая точка и целый букет нарушений. Продают арбузы рядом с дорогой, и они ничем не прикрыты. За честь южной ягоды сразу заступился продавец. Заверил, арбузы на месте не режет, хотя если покупатель очень сильно просит, все же отступает от своего золотого правила. Арбуз никогда не режу я. Почему? Потому что грязь здесь попадет. Зачем я буду людей отравить? А люди просят, чтобы арбузы резали? Просто я еще один найдите, будем сразу отдай, уходить. А чтобы я туда поставить, никогда в жизни. Уже здесь лакомые кусочки явно ждали своих покупателей. Но продавец то ли не знала, что продавать арбузы в таком виде нельзя, то ли была сильно занята другими делами. Вы принципиально не хотите сами общаться? Вы понимаете вообще, что вы можете людей отравить такими резанными арбузами? Получить хоть какие-то разъяснения от продавца на этой точке нам так и не удалось. Между тем, арбузы девушка так и не убрала. Так они и будут лежать весь день, накрытые пленкой и под солнцем. Поэтому и покупателям, которые будут приобретать здесь южную ягоду, не повезет гораздо больше, чем нашей съемочной группе. На поверхности такого арбуза в жару микробы развиваются быстро. Плюс бахчевые культуры еще и тяжелые металлы в себе накапливают. Но доход для нерадивых продавцов, видимо, важнее, чем здоровье покупателей. А кусками, говорят торговцы, южная ягода расходится быстрее. В других торговых точках нас заверили: резаные арбузы на прилавке лишь для демонстрации. Мы привозим не сеткой, а именно штучно. Поэтому разрезаем, показываем, что, допустим, вот так разрезан, показано, что вид. Что мало косточек. На этом срезе показано, что он сахарный. Впрочем, выбор за покупателем. Но, судя по всему, это арбузное лето складывается у сыктывкарцев по-разному. Я купила нерезанный, весь белый. И не знаю, больше вообще до сентября не буду покупать. Даже не розовый, а белый-белый. Очень сладкие, вкусные. Брали. Я постоянно беру вот здесь, вот в этом киоске. Незрелые, очень светленькие они были. И знаете, у нас потом ребенок даже отравился, мы покупали, у нее была рвота всю ночь, мы сейчас уже не рискуем. Сыктывкарские медики пока зафиксировали лишь единичные обращения после отравления арбузами. И все же врачи советуют быть внимательными при выборе бахчи. Происхождение ягоды не играет никакого значения. Главное, полосатый плод нужно хорошо мыть. И еще не стесняться и просить у продавцов сертификаты качества. Виктория Палкина, Олег Жуковский, телеканал Юрган, Сыктывкар.